Здравствуйте! Вы смотрите программу «Чарашу Урна Казан». Сегодня у нас в гостях полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валиев. Здравствуйте, Денис Эфенди. Здравствуйте, Исянмисис. Исянмисис. Денис Эфенди, расскажите, пожалуйста, как сегодня развиваются отношения Татарстана, между Татарстаном и Братской Республикой? Татарстан и Казахстан связывают давние исторические связи и близкие отношения, дружба наших первых президентов. Сегодня мы стараемся развивать экономические связи более активно и четко реагировать на обращения наших соотечественников, которые проживают в Казахстане. Сегодня мы стараемся активнее развивать экономические отношения между нашими республиками. И ряд крупнейших предприятий Татарстана уже хорошо представлен и активно работает в Казахстане. Это и Татнефть, и КАМАЗ. И, конечно, мы стараемся поддерживать и средние и малые предприятия, чтобы им было удобно оказывать всяческую поддержку при выходе на рынок Казахстана. Кроме экономических связей, конечно, мы с большим вниманием относимся к обращениям наших соотечественников. В том числе многие годы велась работа по привлечению внимания спонсоров, руководства нашей республики к вопросу татарской школы искусств в городе Семипалатинск, Семей, как его называют в Казахстане сегодня. Школа работает с 1992 года, она гордо носит название Татарская школа искусств, но, как мы это неоднократно говорили казахстанским коллегам, и это приятно отмечать, что то, что она татарская школа искусств, не означает, что там учатся только татары. Там учатся и русские, и казахи, и армяне, и представители всех национальностей, которые живут в городе Семипалатинске. И они учат там и песни и на татарском языке, и на русском, и, конечно, на казахском. И дети, воспитанники этой школы успешно выступают на различных конкурсах по всему миру. Успех этой школы, конечно, таится в людях. Руководитель этой школы уникальнейший специалист, просто горящий на работе, Габдулхак Габдулович Ахунжанов, известный в нашей республике, известный за пределами Татарстана. Благодаря его инициативности и благодаря его активной работе и при помощи нашего президента появились спонсорские средства для того, чтобы школа могла переехать из маленького здания, маленькое деревянное здание, двухэтажное, в большое историческое здание в центре Семипалатинска, что позволит большему количеству детей с большим комфортом заниматься в этой школе и сохранить историческое название Татарская школа искусств. Особенно приятно нам, что Татарская школа искусств будет находиться в здании, исторически связанном с великим казахским поэтом Абаем. Абай читал свои стихи в этом здании, оно в этом смысле является святым, и, наверное, это такой способ, когда наш великий поэт Тукай и Абай встретятся в одном здании, подадут друг другу и пожмут друг другу руки. Абай — это тот поэт, который очень уважал татарский народ. Он писал о нас очень такие хорошие слова. И еще радостно то, что в этой школе будут учиться разные дети, да, ведь? Но где ты закончила школу, когда спросят у кого-то из этих учеников, они скажут: татарской школе искусств. Вот это для нас тоже ведь важно, правильно? Это уровень. Это речь идет о том, что Татарстан — это республика в составе Российской Федерации, но по всему миру имя нашего народа гордо звучит, и действительно гордость переполняет, когда мы видим, каких успехов добиваются наши соотечественники. И Габдулхак Абдулович, он не один. Казахстанская земля создала условия для яркого проявления себя и художников, таких как Камиль Мулажев, и общественных деятелей, предпринимателей. Поэтому мне, как полномочному представителю, очень интересно работать в Казахстане. Я думаю, что мы только начинаем максимально использовать потенциал наших соотечественников, помогать им. Мы видим свою задачу, конечно, в тесном сотрудничестве с Ассамблеей татар и башкир Казахстана. Денис Эфенди, скажите, пожалуйста, когда уже мы сможем услышать ту новость, что школа работает? Для того, чтобы в школе начали заниматься дети, надо перепрофилировать здание. Сегодня в нем завершает работу банк, коммерческий банк, Центрокредит. Банк переедет, и мы должны будем оперативно провести ремонтные работы. Наша работа находится под ежедневным контролем Василия Габдулгаевича Шахразиева. И при его участии и при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области мы планируем быстро эти работы
завершить. Завершить. И этой осенью, надеемся, не надеемся, этой осенью мы должны обеспечить, чтобы школа продолжила свою работу в новом здании. Вы еще до передачи говорили, что также казахстанская сторона тоже как бы поддерживает открытие вот этой школы. Да, казахстанская сторона с первого дня поддержала проект переезда, и мы особенно благодарны Даниилу Кенжетаевичу Ахметову, акиму Восточно-Казахстанской области, что он пообещал, учитывая, что более совершенное здание, новое, просторное школа получает. И по его словам, статус школы будет повышен из городской в областную. Наше полномочное представительство назначено ответственным за данный объект, и в тесном сотрудничестве с Габдулхак Габдуловичем мы постараемся оперативно ввести в эксплуатацию и предложили уже свои нововведения. Например, если мы там обустроим мультимедийный класс, то дети, музыканты Восточного Казахстана, города Семипалатинска смогут одновременно, например, с любой музыкальной школы Казани заниматься, играть, обмениваться опытом, учиться, осваивать народные инструменты. И это будет работать, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров. Так как открытие такой школы за пределами Татарстана — это уникальный проект и для России, и для Татарстана как региона России. И поэтому, учитывая важность этого проекта, зимой мы вместе с председателем исполкома Всемирного конгресса татар Ринатом Зинуровичем Закировым, несмотря на 40-градусные морозы, приехали в Семипалатинск, лично встретились с акимом, получили его подтверждение, одобрение, потому что приобретение нового здания, переезд музыкального образовательного учреждения — это вопрос серьезный. Мы действуем на территории другого государства, но было приятно, что Всемирный конгресс татар знают и в Казахстане, и поддерживают, и помогают этому переезду. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Желаем удачи. Спасибо, что пригласили. Дорогие зрители, вы смотрели программу «Учрашу Урна Казан». Сегодня у нас был гость, полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валиев. До следующих встреч.